Привет, друзья! Сегодня пятница, 30 июля. С вами я, Михаил Циркелей, и новый выпуск Noctu Live. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события в стране и в автономии. Сегодня мы поговорим о начале работы нового парламента, провокационном поведении блока коммунистов и социалистов и ошибки партии «Действие и солидарность» на первом заседании, о загадочном появлении Вадима Чебана в информационном пространстве Гагаузии и приключениях гагаузской фасоли. Итак, поехали. На этой неделе начал свою работу новый парламент. Еще в прошлую пятницу президент подписал декрет о созыве нового парламента на понедельник, 26 июля. На первом заседании никаких решений принято не было. На нем выступила председатель Конституционного суда Доминика Маноли, которая зачитала решение Конституционного суда о признании результатов выборов и утверждении мандатов новоизбранных депутатов. А также выступила президент страны Майя Санду, которая обратилась к парламенту с программной речью. В своей речи президент заявила о нулевой толерантности к коррупции и в очередной раз обозначила свои приоритеты, таким образом направив послание новому парламенту. После выступления президента парламентское большинство партий «Действие и солидарность» предложило взять паузу до четверга и покинуло заседание. Таким образом, председательствующий на заседании самый старший по возрасту депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Эдуард Смирнов объявил паузу до четверга. Оппозиция из блока коммунистов и социалистов назвала такое поведение позорным. Нас, что говорят они, собрали только для того, чтобы в очередной раз послушать предвыборное обещание Майи Санду. И партии ПАС возмутились коммунисты и социалисты. Социалисты стали возмущаться тем, что день якобы потрачен впустую. Даже спикера не избрали. Я слышал и такую аналогию, мол, рабочий на заводе, заступивший на смену по нормативам, должен произвести деталь или несколько деталей. Так и депутат, пришедший на заседание парламента, должен принять хотя бы какое-то решение, закон или постановление. Что? Я говорю, кто не работает, тот ест. С другой стороны, дипломат Андрей Попов, мой коллега по журналистской работе, увидев, какой тарарам поднялся и какие обвинения посыпались из-за неизбрания спикера на первом заседании, привел небольшую историческую справку. Как следует из анализа Андрея Попова, еще никогда парламент Республики Молдова не созывался в такие короткие сроки после своего избрания. Нынешний состав парламента был создан в течение 15 дней с момента избрания. Крайний срок для таких случаев по Конституции 30 дней. Еще один исторический рекорд – это созыв парламента после утверждения результатов выборов и мандатов депутатов Конституционным судом. На этот раз парламент был создан в течение 3 дней после решения Конституционного суда. Спикер парламента был избран за такой же короткий срок после дня выборов, как и в 2005 году, когда большинство было у коммунистов – 18 дней. Но на этот раз спикер был избран за рекордные 6 дней после утверждения результатов выборов Конституционным судом. Например, в 2019 году спикера избрали на 91-й день после утверждения результатов выборов, а в 2014 на 45-й день. Таким образом, коммунисты и социалисты показали, какова будет их тактика в оппозиции и дали понять, что они будут очень жесткими оппонентами, не будут прощать ошибки. С одной стороны, это хорошо, на то и щука, чтобы карась не дремал. Это будет держать парламентское большинство в тонусе и заставить их быть более внимательными при формировании повестки дня и разработке проектов законов. Парламентское большинство уже допустило ошибку при подсчете мест в президиуме. ПАС неправильно посчитал количество мест, которые полагаются им и оппозиции. Игорь Гросу, спикер парламента, признал ошибку и пообещал ее исправить. Întrebare. Ca să aibă cei din PAS 8 deputați în biroul permanent al Parlamentului, ei trebuiau să aibă cel puțin 67 de deputați în Parlament. Și faptul că ei nu pot socoти este o mare problemă. Astfel au dat motiv celor din BEX, blocul comuniștilor și socialiștilor, să atace la Curtea Constituțională și să conteste această decizie. Eu cred că noi nu o să ajungem la momentul contestării. Eu după ședință am rugat colegii să analizeze încă o dată, să facă calculele. Eu admit că s-a produs o greșeală și am spus-o și colegilor și pe această cale o spun și celor de la BEX, că în cel mai scurt timp vom reveni și vom face toate corectările de rigoare.
Но, с другой стороны, хотелось бы видеть работу оппозиции не в том, чтобы докопаться, что называется, до столба, а сосредоточиться на сути. Например, голосование за спикера превратилось в шоу с атаками в адрес кандидата на должность спикера Игоря Гросу, несмотря на то, что блок коммунистов и социалистов не выдвинул своего кандидата на должность спикера и заявил, что не будет участвовать в голосовании. Депутат от блока Василий Боля пытался понять, как будет происходить подсчет голосов, будто для этого нужен особый метод и здравого смысла здесь недостаточно. Давайте посмотрим. Spuneți, vă rog, în acest regulament nu sunt prescris particularitățile privind numărarea voturilor. Comisia, deci ați descris regulile, cum trebuie să comporte deputații, unde trebuie să aplice ștampili și așa mai departe, dar cum va număra voturile Comisia Specială, doar rezultatele trebuie să le cunoaștem. Ce se va întâmpla cu buletinul, de exemplu, totuși în care cineva din deputați va scrie, de exemplu, Igor Grosu, om bun? O să-l considerați valabil sau nu? Am citit, parcă. Ce se va întâmpla dacă deputatul nu o să pună niciun ștampil, adică va fi buletinul acesta gol aruncat în urna de vot? Domnul Bolea, nu vă supărați, dar vă rog să Ce se va citiți întâmpla? regulamentul care eu l-am citit numai. Și dumneavoastră, ca membru a comisiei, Ce se mie va mi-ar fi întâmpla? rușine, pentru că dumneavoastră ați avut la dispoziție acest regulament. Deci este scris expres. Care Dacă nu este indicat ștampila, înseamnă că buletinul, votul nu poate fi considerat Care valabil. din buletini... Это несмотря на то, что сам Василий Боля, член комиссии, которая утверждала этот регламент, мог еще на заседании комиссии выяснить этот вопрос и внести свои предложения, чтобы не отнимать время на заседании парламента, раз уж коммунисты и социалисты обеспокоены эффективностью работы парламента. Ну да ладно, оппозиция на то и оппозиция, как уже было сказано, на то и щука, чтобы карась не дремал. Но порой поведение коммунистов и социалистов было очень провокационным. Особенно во время выступления кандидата на пост спикера Игоря Гросу. Например, то, как Богдан Цирдя, главный пропагандист социалистов, задавал свой вопрос Игорю Гросу, пытаясь свалить на него всю ответственность за решение правительства, связанное с кражей миллиарда. Давайте посмотрим. Tare m-ați amuzat, domnule Grosu, cu exclamații de hoți și bandiți, mai ales că în situația în care dumneavoastră ați făcut parte din 3 guverne banditești oligarhice, împreună cu Plăhătniuc și Filat, ați fost parte a unei guvernări în care s-au produs cele mai mari crime contra acestei țări, mă refer la miliard, la aeroport, la landromat, la privatizarea BEM, la multe altele. Și dumneavoastră acum mai ridicați gura despre hoți și bandiți, vă pun o întrebare simplă. La data de 7 noiembrie 2014, dumneavoastră personal, în calitate de viceministru, ați participat la ședința secretă de guvern, în care s-a votat hotărârea numărul 938 de alocare a celor 9,5 miliarde de lei la 3 bănci problematice. 3 bănci care nici n-au solicitat această alocare de bani. De fapt, Comisia Parlamentară din 2019 pe furtul miliardului a stabilit că această alocare a fost una criminală și a fost parte din schema de furt a miliardului. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, care ați participat prin acest vot la furtul miliardului, considerați că aveți dreptul moral, 1, de a vorbi de hoți și bandiți, 2, de a pretinde la funcția de speaker, 3, de a fi la libertate și nu la pușcărie, așa cum e și firesc. Vă rog, da sau nu? Ar fi fost straniu dacă, cum să spun eu, flagmanul propagandei și minciunii socialiste nu ar lua cuvântul. Ați uitat să mă învinuiți de Marea Depresie, de alte cataclisme și așa mai departe. Deputat, cum îl cheamă? Domnule Bogdan. Sunteți întruchiparea minciunii, nesimțirii și manipulării. Domnul Bogdan, Domnul, был задан вопрос, послушайте ответ. sunteți un mincinos, manipulator și trădător de cea mai mare speță. Vă mulțumesc.
Честно говоря, выдержать такие провокации непросто, хотя это часть работы политика, особенно спикера парламента. На мой взгляд, Игорь Гросу справился с этим вчера в четверг. Коммунисты и социалисты, в свою очередь, показали, что будут провоцировать парламентское большинство при любой возможности и толкать парламентское большинство на совершение ошибок, за которые потом на своих пропагандистских ресурсах будут распинать партию действий солидарности. Удивила и депутат от блока коммунистов и социалистов из Гагаузии Иванна Кюксал. Ну, во-первых, тем, что вообще взяла слово. На моей памяти впервые с февраля 2019 года Иванна Кюксал выступает в парламенте. Мы не могли пройти мимо такого редкого явления. Давайте послушаем, что она сказала. Спасибо, уважаемый председатель. Депутат от фракции блока коммунистов-социалистов Иванна Кюксал. Уважаемый депутат Гросу, у меня два вопроса к вам, как к кандидату. Я надеюсь, вы оцениваете, насколько ответственна должность председателя парламента Республики Молдовы. Это лицо нашей страны, это лицо, которое во главе угла всегда должно ставить интересы страны, интересы, от которых страна всегда должна выигрывать, а ее граждане должны ощущать заботу, защищенность, свободу. То, что вы не считаетесь гражданами нашей страны, вы доказали. Вы, будучи депутатом парламента, препятствовали ходу голосования в Варнице. Вы, кандидат в председатели парламента Республики Молдова, обзывали наших людей сепаратистами. Вы лично организовывали и открыто участвовали в нарушении закона, препятствуя гражданам в осуществлении фундаментальных и конституционных прав. Вы устраивали дебош и беспредел в зале заседания парламента. Вы ломали государственное имущество. Вы становились на кресла и столы парламентского заседания в зале. Здесь, в парламентском заседании, в зале заседания парламента вы устраивали беспредел. С такой репутацией и таким безответственным отношением мы сомневаемся в ваших качествах строго следовать Конституции и закону в отношении прав граждан. Скажите, пожалуйста, куда девать эту репутацию, эти позорные действия, эти беззаконные действия с вашей стороны? Агрессивные действия никого не красят. Игорь Гросу это признал. То, что Иванна Кюксал задумалась об избирателях и о их правах наших сограждан с левого берега, это, конечно, хорошо. Но она почему-то не вспоминает об избирательных правах своих односельчан из села Казакле. Иванна Кюксал была избрана депутатом Народного собрания от села Казакле в 2016 году. В 2019 году она была избрана в парламент страны по спискам партии социалистов. После ее ухода в парламент кресло депутата Народного собрания от села Казакле осталось вакантным. По закону в течение нескольких месяцев в селе Казакле должны были пройти выборы в Народное собрание, но они так и не прошли. Село Казакле более 2 лет не имеет своего представителя в Народном собрании. Но я не слышал, чтобы Иванна Кюксал, которая оставила свое село без депутата в Народном собрании, так пеклась об избирательных правах своих односельчан и требовала проведения новых выборов в Казакле, чтобы обеспечить право казаклийцев на представительство в Народном собрании Гагаузии. Но на это Иванна Кюксал не остановилась. Она задала второй вопрос Игорю Гросу. Давайте посмотрим. Второй очень важный момент. Мы живем бок о бок в многонациональной стране, где много лет подряд языком межнационального общения является русский язык. Более того, например, в гагаузской автономии официально существует 3 языка. Гагаузский, молдавский, русский. И я напомню вам, что во время всех предвыборных кампаний вы приезжаете в районы, и в наш регион в том числе, и очень красиво, свободно говорите не только на русском, но и на гагаузском, на болгарском, на других языках. Так вот, я хочу спросить вас, в парламенте и других площадках, когда вы имели опыт ранее демонстративно прерывать русскую речь, вы будете также продолжать работать в парламенте и на других площадках нашей страны. Вы будете продолжать нарушать права граждан, не знающих государственный язык? Или вы будете приносить с собой в парламент и на другие встречи свисток? Вы имеете такую способность ходить с ним на заседание и освистывать, и игнорировать тех, кто будет говорить на ином, чем румынском языке. Считаю, что вы не обладаете достойными качествами на пост председателя парламента нашей страны и предлагаю впредь уважать Конституцию Республики Молдова и права всех граждан, населяющих нашу республику.
Я, честно, не совсем понял, что имела в виду Ивана Кюксал, но странно слышать, что депутат из Гагаузии, чья семья построила бизнес на сохранении и развитии гагаузского языка, обеспокоена русским языком. В этом нет ничего плохого, но все же, что насчет гагаузского? Что касается 3 официальных языков на территории Гагаузии, я не слышал, чтобы Ивана Кюксал добивалась того, чтобы решения, принимаемые в Народном собрании, за которые голосовала сама Кюксал, переводились на все 3 официальных языка автономии, как этого требует местный закон Гагаузии о функционировании языков. Ни одно решение Народного собрания, исполкома и Башкана не было переведено на все 3 официальных языка. Все решения властей Гагаузии принимаются и публикуются только на русском, что является нарушением местного закона о функционировании языков. А как насчет прав людей, которые не понимают русского языка? Разве власти Гагаузии обеспечили им их право? Ивана Кюксал, которая была депутатом Народного собрания Гагаузии не один срок и которая является депутатом парламента Молдовы с 2019 года, могла хотя бы поднять вопрос и начать добиваться соблюдения прав граждан властями Гагаузии в этой области. Я понимаю, что есть желание раскритиковать оппонента, но кто бы говорил. Выступление Иваны Кюксал удивило не только сторонних наблюдателей, но и ее коллег. Возможно, просто она не хочет, чтобы ее вспоминали как Ирину Влах в свое время в парламенте, где, по словам Владимира Воронина, у многих был вопрос, умеет ли Ирина Влах вообще разговаривать. Но то, что она была всегда, даже когда была в нашей команде, была очень примитивная. Не сказать иначе я не могу, потому что женщина. Если бы это был мужчина, я бы сказал напрямую. Примитивная. Очень примитивная и отсталая. Она, я говорил уже как-то по телевидению, даже у вас, по-моему, 2 года сидела, рот не открывала в нашей фракции. Уже меня спрашивали коллеги по парламенту, она у вас говорящая вообще? Я говорю, говорящая, нормально. Да, и мы ей написали текст, говорю, Ирина, читай дома или где хочешь, но ты должна завтра вот с этим текстом там включить микрофон и в парламенте начинать что-то там читать, что там написано. Резюмируя то, что мы наблюдали на первом заседании нового парламента, у парламентского большинства ПАС будет очень крикливая и напористая и непростая позиция в лице блока коммунистов и социалистов. На то и щука, чтобы карась не дремал, как я уже говорил. Желаем парламентскому большинству выдержки и совершать меньше ошибок, а оппозиции меньше докапываться, что называется, до столба и больше конструктивизма в своей деятельности. На этой неделе на одном из местных гагаузских телеканалов выступил бывший заместитель Ирины Влах в должности председателя исполкома Гагаузии Вадим Чабан, который уже 2 года как покинул пост зампредседателя исполкома Гагаузии и возглавляет Совет правления Молдова-Газ. После ухода Вадима Чабана кресло первого заместителя председателя исполкома вакантно, за исключением периода, когда в Гагаузию прислали Анатола Усатова ненадолго, всего на месяц, потом отозвали в Кишинев. Так и живем. 2 года Ирина Влах не может найти первого заместителя. Ну или ждет, чтобы ей прислали кого-то из Кишинева. Эта ситуация прекрасно демонстрирует неэффективность кадровой политики автономии. Штаты исполкома искусственно растут, как на дрожжах, а ключевая должность в исполкоме вакантна. Вадим Чабан уже 2 года как покинул должность, но на этой неделе он почему-то решил прокомментировать происходящее в Гагаузии. Давайте послушаем. Вы сегодня имеете какое-то сожаление внутреннее, когда наблюдаете ситуацию в автономии, о том, что, ну, как минимум, вы не можете здесь участвовать в тех процессах или как-то повлиять на принятие тех или иных решений? Не буду лукавить и скажу прямо, да, чувствую. Потому что я в некоторых вопросах вижу, что скатились очень назад за 2 года. По очень многим вопросам это надо менять, это надо очень срочно решать эти вопросы. Вот пример, бюджетный вопрос для меня это было, что вы знаете прекрасно, как наша команда, я говорю команда, не только я один, как мы в принципе утверждали в Народном собрании эти бюджеты. Они тоже не были утверждены так сразу, скажем, сходу, потому что был диалог, были определенные, была система сдержек противовесов. Комментарии Вадима Чабана коснулись не только бюджетного процесса, но и так называемых экономических советов при Башкане Гагаузии, которые в этом году Ирина Влах проводила в разных ресторанах практически каждый месяц, где хвасталась тем,
как научила гагаузов работать с 8 до 5. Мы уже задавались вопросом о составе участников этих собраний, где почти никогда не встретишь крупный гагаузский бизнес, а многие их участники имеют к Гагаузии и гагаузскому бизнесу весьма далекое отношение. Оказалось, что таким же вопросом задался и бывший первый зам Ирины Улах Вадим Чебан. Один вопрос к работе экономического совета, ну я это открыто скажу, там гагаузского бизнеса не слышно. Там мало гагаузского бизнеса, на который нужно ориентироваться, который нужно слышать. Там, на этом совете он достаточно, по моему мнению, он пассивный. Поэтому, хотя, как мы считаем, кого считаем гагаузским бизнесом, в этом смысле это, считаю, те компании, которые зарегистрированы здесь и работают здесь, и создают какую-то добавленную стоимость и, соответственно, платят налоги в бюджет Гагаузии. Вот я могу сказать, что если говорим про Гагаузгаз, я могу сказать точно, сколько мы налогов платим в гагаузский бюджет. И мы не последние в этом плане, потому что очень много сотрудников, плюс еще и мы достаточно большой плательщик НДС. То есть, если я правильно понял, между вами и Ириной Федоровной отсутствует диалог, но конфликта нет. Вадим Чебан также высказался о том, как был принят бюджет этого года. Виноватых он не назвал и призвал их не искать. Но нам, как и Вадиму Чебану, хорошо известно, что в автономии единственный ответственный орган за формирование и исполнение бюджета является исполнительный комитет. Последние 6 лет исполком возглавляет Ирина Влах. Слишком большие ожидания были с 2019 года на 2020 год. Я думаю, что нужна была определенная коррекция и в 2020 году. Компромисс нужно было находить тогда еще в апреле месяце. Я думаю, с этим опоздали. Это мое экспертное мнение, еще раз говорю, сейчас не говорю, кто виноват. Если бы это было сделано вовремя были проделаны определенные выводы, соответственно, сделаны определенные шаги, то ситуацию этого года можно было избежать и этот бюджет утвердить намного быстрее. Еще один момент, за который критикует Ирина Улах и исполнительный комитет, это раздутые штаты чиновников. Армия клерков в Гагаузии растет даже в пандемию. И в этом вопросе Вадим Чебан оказался не на стороне своей бывшей начальности. В рамках проекта SLPA, финансируемого ЕС, была разработана стратегия по оптимизации деятельности исполкома. Мы не знаем, что именно предусматривала эта стратегия, потому что в открытом доступе ее нет. Но Вадим Чебан, который был менеджером проекта SLPA, рассказал об этом совсем немного. Проект предусматривал улучшение работы исполкома, повышение прозрачности и много других хороших вещей. Оптимизации деятельности исполкома мы не увидели, зато увидели шикарный ремонт кабинета Башкана Гагаузии за счет проекта SLPA. Вот что рассказал Вадим Чебан о части этого проекта. Есть проблема, и она была, я ее признаю. Я не говорю сейчас, что все было хорошо и гладко. Да, у нас была произойти реформа местных органов власти. Да, у нас должна быть реформа исполнительного комитета. Да, нужно думать, что делать с районными администрациями. И все это было расписано, и этот отчет есть, его просто нужно внедрять. Я не знаю, почему исполнительный комитет его не внедряет. Это бы сэкономило достаточно средств для того, чтобы сейчас не было вопросов, был бы первый шаг. Компромиссный шаг, вариант для того, чтобы решить бюджетный вопрос. То есть, если я вас правильно понимаю, то в рамках проекта эти документы были разработаны были переданы исполкому. За них были заплачены средства, за которые меня лично критикуют, потому что все ведомости есть. Мы платили экспертам. Европейский эксперт, чтобы приехал в Гагаузию работать. Вопрос в том, что есть определенные документы, которые можно показывать, которые нет. Они будут доступны общественности, как только они будут уже... То есть, я вас не понял, то есть, допустим, рекомендации европейских экспертов, как реформировать исполком, это секретный документ? Нет, это не секретный документ. Так почему же его не опубликовали? Я не знаю, не могу ответить. Слушая Вадима Чебана, складывается впечатление, что после его ухода в Гагаузии начались большие проблемы. Справедливости ради стоит отметить, что на самом деле после его ухода в исполкоме не осталось людей с опытом работы в органах публичного управления и хоть маломальски разбирающихся в бюджетном процессе. Но, понимаете, не так уж и сложно оказаться умным рядом с большинством членов сегодняшнего исполкома. Взять хотя бы Виталия Влах, начальника управления внешних связей. То, что Ирина Влах не смогла привлечь в свою команду никого, кроме Вадима Чебана, а после его ухода должность первого зама осталась вакантной, есть свидетельство полного провала в кадровой политике администрации Ирины Влах.
Но случайно ли появление Вадима Чебана в информационном пространстве Гагаузии? Уже давно многие задаются вопросом о башканских амбициях Вадима Чебана, наличие которых он отрицал. Сейчас Вадим Чебан не подтвердил, но и не опроверг свое возможное участие в гагаузской политике. Давайте послушаем. Если говорить вот о ваших политических планах или политических амбициях, ну, вы достаточно как бы молодой человек еще, как бы, если говорить о физическом возрасте. Есть ли у вас какие-либо планы, связанные с политической деятельностью? Я считаю, что провокационный вопрос. Ну, что-то должно же провоцировать. Ну, у каждого человека есть какие-то амбиции. Но я про здоровые амбиции сейчас говорю. Конечно, хочется себя попробовать масштабно, попробовать себя в более таких крупных проектах. Но, если честно, исходя из занятости и исходя из проектов, которые мы начали в Молдова-Газ, то у меня даже времени нет на это подумать. Судя по тому, как внимательно бывший зампредседателя исполкома следит за делами в автономии, желание начать свой политический проект у него наверняка есть. И время подумать у него тоже есть. На третий срок подряд Ирина Влах больше идти не может. Если есть соблазн изменить законодательство и обеспечить себе третий башканский срок подряд, то с новым парламентским большинством такой номер вряд ли прокатит. Если те, кто помогал Ирине Влах стать башканом Гагаузии, задумываются над тем, чтобы сохранить контроль за регионом после ее ухода, Вадим Чебан для них идеальный кандидат. За 4 года работы с Ириной Влах он повысил свою узнаваемость в регионе. Родом из Гагаузии, строил свою карьеру в Кишиневе. Выходец из той же системы, что Влах и Игорь Додон. Связан с Россией, ведь не зря его поставили управленцем управлять компанией, которую контролирует газовый гигант России «Газпром». Вадим Чебан – идеальный для них кандидат в башканы Гагаузии. 4 года, проведенные Вадимом Чебаном в Гагаузии, продемонстрировали тем, кто его сюда делегировал, его способность и лояльность их общему делу. С другой стороны, нам тоже стоит подумать о том, что 4 года, проведенные Чебаном в должности первого заместителя председателя исполкома, дали Гагаузии. Это были хлебные и обильные 4 года, когда Гагаузия осваивала миллионные европейские гранты под руководством Вадима Чебана. Проект SLPA, которым он руководил, сложно назвать успешным. Многое из того, что было заявлено, не было выполнено в рамках проекта. Проект SLPA сопровождали скандалы и обвинения в коррупции. А сейчас менеджер этого проекта Вадим Чебан не может толком сказать, сколько или насколько результаты этого проекта соответствуют его целям. 2 года назад закончились европейские проекты в Гагаузии, а Вадим Чебан вдруг стал нужен в другом месте. С чем связано появление Чебана в Гагаузии сейчас, сложно сказать. Может, человек действительно думает о судьбах Гагаузии, а может, напоминает о себе и прощупывает ситуацию перед выборами башкана, которые состоят очень скоро, 2 года, не больше. Тем более Европейский Союз представит Молдове 600 миллионов евро. Часть денег могут прийти и в автономию. И тогда друзьям Вадима Чебана в Кишиневе опять могут понадобиться его навыки в Гагаузии. Загадка недели. Какое отношение Гагаузии имеет к исламу и машиностроению? Ответ должна знать башкан Гагаузии Ирина Влах. Она вместе с расширенной делегацией из Гагаузии поехала на экономический саммит в Казани. Согласно программе саммита, Ирина Влах участвовала в качестве эксперта в пленарном заседании 7-го машиностроительного кластерного форума партнерства российских предприятий с исламскими странами и большие вызовы для промышленности в эпоху цифровой пандемии. Мы до сих пор ждем публикации речи Ирины Влах о машиностроении в исламских странах. Очень уж интересно ознакомиться с ее мыслями по этому поводу. Ирина Влах поехала не одна, а сразу с несколькими своими подчиненными. Среди них и чиновник, оскорблявший жителей Гагаузии. Ирина Влах не только не наказала чиновника, который считает жителей Гагаузии тупыми, но даже поощрила его командировкой. Так она обозначила свою позицию. Для нее и ее команды жители Гагаузии – это люди, которых можно безнаказанно оскорблять. Уже по сложившейся для Ирины Влах традиции она поехала на экономический саммит с фасолью. Да, вы не ослышались, башкан опять повезла фасоль на Международный экономический форум, а точнее игру Куран, где вместо фишек используют фасоль. Видимо, по ее мнению, это очень хорошо вписывается в тему машиностроения и исламских
стран. Она встретилась и с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. По итогам этой встречи на странице Ирины Влах был опубликован фотоотчет с очень интересными фотографиями. Ирина Влах не поскупилась на эпитеты и заявила, что Татарстан – это генератор и производитель технологий. Как тебе такое, Илон Маск? У Гагаузии и Татарстана много общего. И речь не о том, что гагаузы и татары относятся к одной языковой группе. Речь о том, что после развала Советского Союза у Татарстана и Гагаузии похожая судьба. В советское время такого субъекта, как Гагаузия, не было, а Татарстан был. Но с 1994 года и у Гагаузии, и у Татарстана появился особый статус. После развала Союза Татарстан стал заявлять о своей самостоятельности и суверенитете. Похожие процессы проходили и на юге Молдовы, в регионе, который сегодня называется Атолл Гагаузия. Известная фраза Бориса Ельцина, первого президента Российской Федерации «берите столько самостоятельности, сколько можете унести», была произнесена в Казани. В начале 90-х лидером и президентом Татарстана стал Ментимир Шаймиев. Шаймиев активно использовал татарский национализм, чтобы вынудить Кремль дать Татарстану больше самостоятельности. В итоге между Российской Федерацией и Республикой Татарстан был подписан договор о разграничении полномочий. Суть этого договора сводится к тому, что Татарстан получал право самостоятельно использовать свои природные ресурсы. Главный ресурс Татарстана – это нефть. В условиях сложившейся в Татарстане диктатуры природные ресурсы и особый статус Татарстана стали источником обогащения клана Шаймиевых и Миннихановых. Ментимир Шаймиев избрался на пост президента Татарстана 4 раза. И всегда это были безальтернативные выборы. На первых выборах он получил 70%, а уже на вторых выборах это были бесстыдные 90%. Ничего не напоминает? В 2010 году Шаймиев передал пост президента своему преемнику Рустаму Минниханову. Команда Навального провела расследование, где показала, как кланы Шаймиевых и Миннихановых используют богатство Татарстана ради собственного обогащения. Бесчисленные особняки, дома и квартиры в Казани, Москве, Лондоне и Франции. Частные самолеты, дорогие часы и бриллианты в большом количестве. Ни Ментимир Шаймиев, ни Рустам Минниханов никогда не были бизнесменами. Всю жизнь чиновники. Но их семьи в числе богатейших семей России, а может и мира. В 2017 году истек срок договора о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. После чего он не был продлен. В общем, Татарстан лишился своих особых полномочий, а власти Татарстана это проглотили. Ничего не напоминает? Кому интересны особые полномочия, когда речь идет о таких богатствах? Ситуация в Татарстане сильно напоминает ситуацию в Гагаузии сегодня. С поправкой на то, что у Гагаузии меньше ресурсов и сама Гагаузия меньше. Ну и Влах тут всего второй срок, хотя позорные 92% она себе обеспечила. Ресурсов здесь в Гагаузии мало, но они есть. Один из ресурсов Гагаузии – это земля, на которой растет пшеница. Для тех, кто забыл или не знает, брат Ирины Влах является, или до недавнего времени был экспортером зерна. В 2016 году даже получил награду как лучший экспортер Гагаузии от своей сестры. Пока бизнес семьи Влах развивался, Гагаузия теряла полномочия. Так же, как и Татарстан, пока обогащался клан Шаймиевых и Миннихановых. Как мы понимаем, Минниханов приезжала в Гагаузию, а Ирина Влах не в первый раз ездит в Татарстан. В общем, теплые отношения Ирины Влах к Татарстану и Шаймиеву и Минниханову объяснимы. Одного поля ягод. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Серкили. Увидимся через неделю в новом выпуске Nocta Live. Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. Мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам в стоимость 3 чашек кофе. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.